назначенному часу в городском историко-краеведческом музее было на удивление многолюдно. Акция «Ночь искусств» за короткое время собрала в культурном учреждении более 300 сибайцев. Многие пришли с семьями, среди посетителей – школьники, студенты, пенсионеры. В настоящее время в музее насчитывается порядка 7000 экспонатов. Впрочем, посетителей в этот вечер удивили не только предметы старины и экспозиции. Каждому на пробу давали башкирское блюдо талкан. У меня в руках это талкан, башкирское национальное блюдо. Вот его готовили башкиры на жерновах, мололи зерно пшеницы, ячменя, также кукурузы. Она очень питательная, очень полезна для желудка. В рамках акции, проводимой в Сибае впервые, сотрудники музея подготовили широкую развлекательную программу. Но ввиду трагического события, произошедшего 31 октября, основной акцент был сделан на просветительство. Горожане смогли еще раз познакомиться с богатой историей, культурным наследием народа и природой родного края. Преподаватели детской школы искусств скрасили вечер, играя на народных музыкальных инструментах. Мне очень понравился он. Я просто первый раз пришла и увидела это все. Я пришел с ребенком, с дочкой посмотреть, какие достижения в нашем новом музее, какие новые экспонаты. Очень красиво, обновление большое произошло, ремонт видно. Вот. И экскурсовод очень доступно все рассказывает, красиво, понятно все. Я думаю, моему ребенку стало интересно. Тебе интересно было? Скажи. Интересно тебе было? Да. Вы знаете, я думаю, что это замечательная идея, потому что мы пришли сегодня с ребенком, и такая удивительная возможность именно приобщить ребенка своего к искусству, чтобы он узнал традиции края. Курмас мы впервые попробовали. Первый раз он не распробовал, второй раз было уже невозможно оторвать. Такая национальная пища очень полезная. Поэтому с радостью ходим и наслаждаемся. Спасибо организаторам. С экспозициями музея посетители знакомили в этот вечер 4 экскурсовода. Словом, мероприятие было организовано на должном уровне. Ночь искусства, она проходит под девизом «Культура объединяет, искусство объединяет». Поэтому мы, в принципе, поддерживаем. Действительно, искусство объединяет. И поэтому не случайно сегодня в нашем музее мастер-класс показывают сотрудники детской школы искусств. Они играют на домбре, на курае, показывают инструмент, рассказывают о нем, сопровождают песнями. В Ночь искусств свои двери для горожан открыл и Центр народной культуры и досуга. Посетителей приятно удивила яркая выставка ручных работ. Любители творчества Мэхенди смогли запечатлеть витиеватую красоту на теле. В общем, подобные акции – еще одно доказательство тому, что искусство действительно объединяет и способно разбудить в людях позитивные эмоции и настроить на лучшее. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.